Мешок с пшеном студенты первого курса Башкирского государственного аграрного университета принесли в волонтерский центр. Ребята приобрели крупу для каши, потом ее приготовят в приюте для животных. Я помогаю, участвую в благотворительной акции «Помоги бездомным животным». Я помогаю тут, сам вложил сюда деньги, потом я принес там корм бездомным животным, чтобы они не голодали и чтобы им было получше хотя бы в тех условиях, в которых они живут. Как будущий ветеринарный врач, я хочу сказать, что Башкирский государственный аграрный университет внес огромный вклад в то, чтобы бездомным животным в приюте стало немножко лучше, и мы стараемся и будем стараться в дальнейшем. Мы собирали крупы, медикаменты, различные игрушки для животных, всякие одеяла, одежду. Благотворительную акцию «Помоги бездомным животным» в университете проводят впервые. Всего за неделю студентам и преподавателям вуза удалось собрать все необходимое для ухода за собаками и кошками. Основной вид помощи – это корма, прежде всего. Не только корма зооветеринарные, которые продаются в магазинах, но и такие, как крупы, макароны, более такого бюджетного характера корма. Моющие средства, что необходимо. Детские смеси мы тоже принимаем. Это для выкармливания щенков очень маленького возраста. Недели, полторы недели. Мы собрали много медикаментов и все, что будет нужно собакам и кошкам. То есть марли, различные препараты против блох. Для обследования животных также и шприцы для уколов, которые понадобятся, катетеры различные, потому что в приюте «Доброта» у нас проводятся также и различные обследования. Детские игрушки в коробки и мешки попали не случайно. Они тоже понадобятся животным, считают волонтеры. Игрушки тоже в приют. Или даже, в приют правильно, наверное. Принять участие в проекте могут все желающие, кому не безразлична судьба братьев наших меньших. Акция продлится до 21 февраля. Медикаменты, корм и другие вещи можно принести в 4-й учебный корпус аграрного университета. Собранные средства волонтеры увезут в 3 уфимских приюта для животных. Эрика Нажимова, Тимур Каюмов, Столичные новости.